Безусловно, наши задачи совпадают с Центральной избирательной комиссией, но как общественная организация мы немножко выходим за рамки того, что вы делаете. Первая задача, которая перед нами стоит, это чтобы обеспечить не только честный выбор, но чтобы была стабильность государства. За счет чего? Только за счет справедливого подхода государственных органов ко всем кандидатам и ко всем этим процедурам, которые мы называем там, выборными, предвыборными и так далее. И в отличие от вас, мы будем давать еще и политическую оценку. И в отличие от вас мы будем рассматривать не только день голосования перед этим, что было, но рассматриваем гораздо раньше, за 3-4 месяца. Какую политику вело государство, в лице, допустим, там, соответствующих спецслужб, правоохранительных органов, как выбивались из предвыборной гонки авторитетной политики, это вас не касается, это уже наша задача, мы будем давать оценку. Но должен прямо сказать, что касается вопроса, допустим, Текебаева, почему какие-то недоразумения в обществе складываются? По одной простой причине. Сегодня все говорите, там идет футболивание по поводу приема экзаменов по госязыку. Мы все это в прессе наблюдаем, в интернете смотрим. Неожиданно к нему приходят в камеру, берут у него, да, значит, экзамен, вопрос. Не ставят нас в известность. Да, не ставят вас в известность. Я думала, что да, не ставят вас в известность. И на следующий день вы отказываете по подписи. И сразу возникает такая версия. Я говорю, это версия, я вас не обвиняю. Что, оказывается, вам сверху спустили указание. Давайте так, значит, завалить его на подписях, а экзамен мы дадим. Потому что завалите экзамен, не просто положительный экзамен, и подписи. Я вас не обвиняю, я говорю о версии. Что говорят среди народа. Понимаете? Не реагировать. Создается общественный фон, общественное мнение о том, что здесь идут определенные интриги, определенное политическое давление. Как это убрать? Естественно, мы ставим тоже вопросы, говорим, наверное, это недоразумение или еще что-нибудь, но осадок остается, как в том анекдоте. Вот о чем речь идет, понимаете? То же самое касается, допустим, Масалиева, да, других вопросов. Почему-то известные политики начинают вот так выбиваться. Но в отношении Кильдибекова, да, там есть вопросы. Я ему, кстати, тоже говорил, ты все-таки обратись в суд, потому что, ну, формально, как бы ты ни говорил, он выступал и говорил, что по Конституции прямое действие, там нет условий о судимости. Но есть конституционный закон, мы не обойдем. Иначе все заключенные, вернее, осужденные по закону, начнут требовать и участвовать. А они не имеют ни того, ни другого права, правильно? Не голосовать, не быть избранными. Те, кто уже осужден по приговору, вступил в силу. Я это ему тоже объяснял, ну, у него такой подход, у каждого есть свое мнение, вот. Но вы отсказали здесь опять основываться на законе. Правильно, неправильно, но мы считаем, что основано на законе было. Однако по другим моментам эти, значит, вопросы возникают, поэтому что сейчас еще очень такой напряженный момент возникает, это идет и в социальных сетях, это и среди народа обсуждается, это использование админресурса. Показывают, как школьные вот эти партии берутся, вернее, эти стулья, врачей не пускают, значит, заставляют куда-то бюджетников идти и так далее. Кто-то говорит о подкупе. Хотим мы не хотим, об этом говорят. Это есть, понимаете? Надо это признать. И сейчас, кстати, стали уже даже такие слухи, что одного из кандидатов решили снять. Где-то он что-то там неправильно делает, то тогда сразу люди скажут, если снимает одного из противников, тогда вопрос возникает, снимайте двух. И кто представляет от партии власти, и кто идет в альтернативу. Снимайте двух, тогда будет справедливость. То есть я говорю, что... Да, по фактам, да. Но люди так говорят, да. Тогда в вопросе фактов можно найти по админресурсу. Поэтому, на мой взгляд, это, если мы сейчас пойдем по такому пути, это тоже вопрос стабильности в стране. Для нас это очень важно, поверьте. Понимаете, нас на первом месте тоже это стоит. Все-таки иногда, как выражаясь изречение, я могу Ленина привести, он говорил так, формально правильно, по существу беззаконие. Чтобы у нас по существу беззаконие не получилось. Вот это важный момент. Еще один важный момент. Мы хотим, чтобы все-таки народ выбрал. Это выборы. Но получается ли выбор у нас сегодня? Выборов я не вижу. Почему? Некоторые известные, вот здесь присутствует Рита Караса, то есть если бы она была бы кандидатом, у нее нет возможности собирать стадионы.
На нее не будет работать ни один аким, чтобы собрать кого-то. Да, единственный способ остается совместный теледебат. Так вот, по теледебатам у меня есть серьезные претензии, и это не только к вам, это вообще ко всем властным структурам и к телевидению нашему. Вот сейчас жеребьевку бросили, по двое человек выходит. Ну, на мой взгляд, надо было хотя бы там 13 кандидатов, но хотя бы 6 там, или 7, или там еще 5 и 5. Как-то вот они бы вышли, и вопросы давал бы Центр избирком. Сегодня говорят так, что для кандидата от власти вопросы заранее подготовят, и он 100% будет готов. Это не вы будете готовить, это будут готовить телеведущие. Они жеребьевкой эти вопросы будут прямо в прямом эфире проходить, да. И из интернета браться. Ну, интернет это тоже мы знаем как. Да, здесь вопрос, понимаете, в чем дело? Вот сейчас много говорят об экономических программах, да? Я, например, считаю, что президент морально, конечно, отвечает за экономику. Но сегодня он обеспечивает единство государственной власти и народа. Он только назначает председателя, значит, руководителя национальной безопасности, оборону. Но по Конституции за национальную безопасность отвечает правительство. В конечном итоге. Вот здесь как это будет выглядеть, понимаете? Ну, такая Конституция. А сейчас, я не знаю, вот я читаю, кто-то говорит, там какие-то документы будет выделять и так далее. Но это вас, конечно, не касается. Это мы будем говорить, что это правильно, неправильно. А содержание программы, это мы тоже будем говорить, кто кандидаты, как они там обманывают. Это уже общественная организация. Но мне казалось бы, чтобы дать возможность все-таки побольше теледебатов. Вот у меня просьба такая, чтобы вы обратились, и, значит, наше телевидение, общественное, и государственное, и в частные компании, чтобы побольше было теледебат. Вот эта жеребьевка, кто с кем выступает, это маловато. Мне кажется, надо еще сделать большие, чтобы сравнили всех кандидатов. Понимаете, чтобы кандидаты от власти вот, вышли те, кто на слуху, да, чтобы они с другими тоже вышли. Чтобы люди увидели, сравнили. Был выбор. Настоящий был выбор. Это первое. И второй момент, допустим, это вот я говорю, что это очень важный момент. И другое, это касается, допустим, даты повторных выборов. Да? Это, конечно, назначает парламент, да? Эти выборы назначает. Но мне кажется, если бы вы дали бы рекомендации парламенту, на какую дату, может быть, вот на 19 ноября, да, допустим, это будет воскресенье. Заранее определить, я не знаю, как вы решите, но этот вопрос многие поднимают для того.